Мы рады вас приветствовать в Национальной библиотеке в Центре национальной и краеведческой литературы и библиографии. У нас сегодня, я думаю, очень хороший повод для встречи. Совсем недавно вышла вот эта вот замечательная книга «Загни крест. Золотые гусли» Удмурт Калыклен Вичновшикасыштыс из сокровищницы народной мудрости удмуртов. Составитель Татьяна Григорьевна Перевозчикова-Владыкина. В книгу вошли сказки, легенды, песни, пословицы удмуртского народа. Мне очень хочется сказать перед вами, дорогие друзья, сказать искренние слова, добрые слова, слова признания перед авторами этой книги, которую мы сегодня презентуем. Это настоящий, истинный, красивый, драгоценный подарок для всех нас, кто дорожит народной культурой, кто этим занимается, для людей, кто профессионально, непрофессионально занимается изучением, развитием пропаганды национальной культуры. Это большой кладезь, багаж для работы для каждого человека. В каждой странице можно найти такие хорошие, нужные вещи, нужные куплеты, нужные слова, которые всегда помогают в нашей работе. Как уже сказать, что проработав много лет в театре Айкай, мы никогда не отходили и по жизни шли и идем в ногу с консультацией Татьяны Григорьевны Владыкиной, Владимира Емельяновича Владыкина. И их помощь, моральная поддержка и их знания, глубокие знания вот в народной культуре, они важны, необходимы не только театру Айкай, и всем нам, кто в разных направлениях занимается. И возрождаются музыкальные инструменты, и костюмы, и обрядовые традиции, и так далее, и так далее. И еще хочу подчеркнуть, что в этой книге здорово, что иллюстрации такого неповторимого художника, страницы этой книги, Менсадыка Гарипова. Текстовой материал сам по себе дорог, и то, что здесь наполнено вот этими иллюстрациями Менсадыка Гарипова, тоже считаю, что очень такое хорошее сопоставление получилось для человека, который взял эту книгу в руки. Ну, я искренне благодарен авторам. Авторам хочу пожелать здоровья и чтобы было много-много еще таких книг, которые нужны всем нам, дорогие друзья. Удмуртский фольклор привлекал к себе внимание как наших российских ученых, так и зарубежных ученых. Вот здесь на нашей выставке из истории удмуртской фольклористики вы сможете ознакомиться лишь с маленькой частицей тех уже изданий, которые вот выпущены на сегодняшний день. И, конечно, современный этап удмуртской фольклористики, я думаю, невозможно представить без работ Татьяны Григорьевны Владыкиной. И ее, то есть ей уже собран такой большой корпус удмуртских фольклорных текстов, скажем. Также на основе этих текстов уже ведется большая аналитическая работа. И круг широк, на самом деле, круг, который вот как поле, которым работает Татьяна Григорьевна, вообще очень широко. И это как вопросы общие по фольклористике, так и частные, довольно маленькие такие моменты нашего удмуртского фольклора. Сегодня мы радуемся по поводу выхода книги Татьяны Григорьевны Владимира Емельяновича. Вы знаете, это огромное счастье быть учеником Татьяны Григорьевны Владимира Емельяновича, потому что вообще нельзя разделять этот научный семейный тандем, потому что каждый человек, который формально и неформально связан с Владимиром Емельяновичем, он обречен на Татьяну Григорьевну. Это абсолютная правда. В этом смысле, конечно, это вот происходит некое такое усиление их энергии. Вот и ученики, они всегда с огромной теплотой, с огромной любовью учатся, перенимают жизненный опыт, интеллектуальный опыт и у Владимира Емельяновича, и у Татьяны Григорьевны. Вы знаете, вот я
в Удмуртии уже 14 лет. В этом году исполняется. С одной стороны, конечно, это уже достаточно большой срок, с другой стороны, может быть, и небольшой. Бывали самые разные времена, самые разные эмоции, чувства одолевали. Ну, естественно, что жизнь непростая, очень часто возникали сомнения. Вот, определяя себя как удмурта, определяясь в этом очень древнем, интересном, но в то же время сложном мире удмуртской цивилизации, иногда были и моменты отчаяния, грусти, непонимания, ощущения собственной невписанности в этот этнос. Потому что я думаю, что некоторые из вас знают, я родился в Нижнем Новгороде, я приехал сюда, скажем так, восстанавливая вот свою удмуртскую идентичность, происхождение, собирая ее по крупицам. Это очень сложная, но чрезвычайно увлекательная, полезная внутренняя работа. И общение с такими выдающимися, великими людьми, вы знаете, оно, конечно, огородило меня от очень многих проблем. Проблем внутренних ломок и проблем, действительно, может быть, бытовых, самоопределения профессионального. В этом смысле, конечно, вот если и вообще-то это не касается только этих 14 лет, это, наверное, касается всего пространства и времени моей жизни, то вот главное обретение, я считаю для себя, это, во-первых, обретение таких замечательных духовных наставников, друзей очень близких для меня людей. И это совершенно искренне. Я всегда говорю, я всегда мысленно благодарю Владимира Емельяновича, Татьяну Григорьевну. Где бы я ни был, я всегда искренне посылаю им самые добрые мысли, пожелания. С этим ощущением, вот с этой такой внутренней установкой я уже живу долгие годы. И я считаю, что это действительно это очень полезно для меня самого. Вот. И вы знаете, профессиональный рост, вот сейчас говорили, вообще мы, я так полагаю, будем говорить сегодня о фольклористике, об удмуртском фольклоре. Что я понял и вынес для себя? Вы знаете, я, например, понял, что Удмурт, благодаря общению и с Татьяной Григорьевной, Владимиром Емельяновичем, благодаря их мудрым, глубоким книгам, что удмуртский фольклор, он по сути неисчерпаем. Сейчас очень много дискуссий, вот, тем более в плоскости литературы, какой период удмуртской литературы наиболее интересен для исследователя, где произошли те знаковые повороты в жизни литературы, в жизни национальной культуры, которые вот предопределили ускоренное качественное развитие. То есть здесь дискуссий, конечно, может быть очень много, вот, но бесспорным фактом, культурным фактом является то, что, наверное, главным срезом культуры удмуртов, главной доминантой является фольклор. Я всегда и студентам, и самому себе, когда пишу очередную литературоведческую статью, говорю, что все-таки ты еще не дорос. Все-таки ты, может быть, еще не в полной мере стал удмуртом, потому что ты не понимаешь удмуртский фольклор, но иногда возникает ощущение, и его может быть такой вот неисчерпаемой непонимаемости. Только избранные люди на самом деле могут понять, могут очень глубоко погрузиться вот в это совершенно удивительное наследие народа. И в этом смысле, не только в этом смысле, и Владимир Емельянович, и Татьяна Григорьевна – это избранные Богом, избранные народом люди. Это совершенно так, потому что иначе не раскрылись бы им тайны духовной культуры удмуртов. Я всегда с огромной благодарностью говорю о Владимире Емельяновиче, о Татьяне Григорьевне. Вот мон котькунушем потычко, митлидын шошу, жачку мышился, монтлидын тодмо шился, таубаджим. God.
всего я хотел бы сказать, что, знаете, огромная радость, когда происходят такие события. Все-таки должен признаться, книги по фольклору, это здесь они представлены вообще, но в общем все еще редкость в наших издательских планах. И кажется очевидным вот спрос на фольклор. Всем хочется приобщиться к фольклору. И тем не менее фольклор почему-то по традиции или что-то там такое неладное вообще у нас было в отношении фольклора. Ну там сказочки, ну там пословицы, поговорки, так сказать, да. Вот. И только сейчас мы уже приходим к глубинному постижению фольклора. Я бы хотел, как этнограф, сказать, чем дальше вглубь веков, тем более мы конкурентоспособнее со всеми другими народами Айкумена. А вот когда мы сюда идем, поближе к современности, у нас появляются проблемы. Почему? Я сейчас затрагивать не буду. Это целая система объяснений есть. Но вот сколько я не обращался, сколько я не общался с фольклором, всякий раз это восторг. Вот помню, меня пригласили в качестве эксперта в Финляндию на большой фольклорный фестиваль в Йонсу. Народы Европы встречаются в сердце Европы. И из Удмуртии была приглашена фольклорная группа из Баграш-Бигжи, нет, не из Баграш-Бигжи, из Карамас-Пельгин, извиняюсь. Вот. Как мы туда добирались? Некоторые бабушки вообще первый раз из своей Карамас-Пельгин не выехали. И, понимаете, когда к нам вообще мы улетели туда на самолете, это большая проблема. В самолете как там вообще, ну, представляете, что там было. Потом такой рыбиной блестящий подплыл к нам этот автобус. Мы таких автобусов не видели. Это в Выборге было. Там бар, там все страшно подумать. Извините, там туалет есть вообще. И вы знаете, наши бабушки ходили в туалет как в экскурсию. Они бы выдержали, они же финно-угры, удмурты, терпеливые. Но посмотреть, что есть вообще в автобусе туалет, это, знаете, это особое дело. Волновались очень. Там были эскимосы. Там были цыгане, 4 группы таких ярких цыган, прямо пламя из ноздрей, понимаете? Там были великолепные лужичане, были прекрасные французские аксистанцы, кого там не было. И вот наши, скромненькие, вроде бы и не очень, как-то такие яркие, но интересно. Вот когда мы переходили уже границу, то наши пограничники как-то смотрели на маниста, стратегический материал. И все пересчитали, все монеты. А финны посмотрели и сказали, как красиво. И все. Вот такое отношение. Запели наши бабушки. Все сомнения ушли в сторону. Они стали высокими, они стали стройными, они стали красивыми, удивительными. Вы понимаете, они мне жаловались, говорит, тут какой-то балетмейстер был нанят вообще Министерством культуры, который учил их выходить вообще, знаете, вот так. И они говорят, ауши кешуэ, марка срекана, кажи марка караны, может что, мы надо кажи богатый шкоды, кажи лет мой мы, вообще их песка остались вошли. Я лоза шой, лошушка, ну вот сос полностью раскрепостились, они великолепно, так сказать, чувствуют. Но это потрясающе. И они стали группой фестиваля. То есть они на первом месте были. Отошли эти эскимосы, отошли эти цыгане и все другие, так сказать, удмурты зазвучали. Вот пережили, их трогали буквально вот так, спрашивали, говорят, это что, это самое, ручная работа. Это вот ручная работа, они все, понимаете. Потом у нас одна бабушка, Джака Апай,
тетушка Сойка, потерялась. И вот мы ужасно волновались. Нашли ее в центре, на Ратушной площади. Она дает интервью. Не зная ни английского, никакого, понимаете? Но все ее понимают, и все ей аплодируют, и все прочее. Мы с ней говорим, Джакапа, мака, чего ты дышишь, как на шишуя, манша ужашко. Да. То есть она это в работе. Сыра мало, пяти малпачка, Джакапа, и шинамара богатые. То есть такие, как тетушка Сойка, не теряются, не пропадают. И фольклор, мне кажется, он требует действительно философского мироосмысления, понимания его. Там быстренько так не пробежишься, там надо думать, понимаете? Это характер народа, это его нравы. Все мы вообще люди. И все мы вроде бы, так сказать, на земле не случайные, но у каждого свое лицо, своя улыбка, свой характер. Вот я бы очень хотел, чтобы мы не уходили от фольклора в хорошем, глубинном смысле. И тогда все будет в порядке. Тогда мы будем удмуртами, тогда Россия будет Россией, тогда Европа будет Европой, понимаете? И вообще тогда все будет по-человечески, все будет нормально. Уважение друг к другу, уважение к самим себе. И вот этому мы хотим хоть чуть-чуть вообще приобщить своих читателей тоже вот этой книжкой. Вообще должен сказать, что тут я тоже греюсь вообще на чужих правах, потому что идея была Татьяны Григорьевны, так сказать, и это, я считаю, счастливый замысел, потому что книжка сделана необычно. Обычно как делают? Пословицы, поговорки, там, сказки, легенды, предания, там, еще что-то вот. А здесь такими большими сквозными темами. Человек, земля, вселенная. Тема труда, тема семьи. Вот что интересно, переводчик сказал, оказывается, вот по теме семьи и любви у удмуртов нет ни одного прозаического предложения. Все в поэзии, все в песнях. Представляете? Это здорово, это очень здорово. Мне кажется, очень интересно, когда вот так подается материал. Но я немножко посмел в эту книжечку еще вложить свою маленькую авторскую книжку по мотивам, так сказать. Вот в народе говорят по Лакенвералу. Ну, посмотрите и увидите, что там и как. Мне кажется, книга получилась еще и потому, что Минсадык Гарипович Гарипов, человек уникального таланта, он сам был фольклор. Вы понимаете, он, например, рисовал работу на мельнице, и там мешки с мукой, там, с зерном, такие, ну, обыкновенные мешки, да? И мешки так заштопаны, что это прямо поэзия. Вот сама штопка вообще удивительная. Я сразу вспоминаю одну ковровщицу, ей заказали как-то ну, мешковину выткать. В колхозе, ну, нужна мешковина? Нужна. Она выткала, и все узорное. Все узорное. Ну, извините, у меня по-другому не получается. Понимаете, извинялась. Так же, как вот и Минсадык, он по-другому не может. И он предложил эту книгу сделать такой под одной крышей, такую большую. И так вот она, мне кажется, получилась. И мы не случайно написали предисловие: с благодарностью вспоминаем Минсадыка Гарипова. Это был большой человек. Мы хотим, чтобы эта книга вам понравилась. Она не может не понравиться, потому что за ней стоит народ. Мы только чуть-чуть придали форму, может быть, чуть-чуть исправили, где-то, надеюсь, не ухудшили. Мы подали этот материал. Посмотрите, и мы будем счастливы. Жизнь моя неразрывно связана с фольклором, понятно, с этнографией понятно, с театром понятно, но она неразрывно связана с Владыкиной. На самом деле. И ничего бы этого не было,
И не было бы этих гениальных спектаклей, не было бы этого успеха, и не узнал бы мир удмуртский фольклор, если бы не было этих больших, великих, замечательных людей. Это впору уже давно написать книгу «Жизнь великих, замечательных людей». Это Татьяна Григорьевна Владыкина и Владимир Емельянович Владыкин. Вы посмотрите, как эти двое людей охватили всю нашу Удмуртию и не только. Вот назовите человека, кто... Вот в этом зале нет человека, кто не был бы связан с ними, да? По всей Удмуртии найдите, хоть в любой деревне, нет ли человека, которые у них не учились, с ними не общались, с ними не сотрудничали, не работали. Нет таких людей. И поэтому Владыкина – это наше духовное богатство. И те книги, которые мы получили сегодня, вот для меня это была, ну, как азбука для ребенка. Это наша удмуртская азбука. Вот все эти 5 книг, которые я уже не в первый раз говорю, у меня затерты до дыр. Больше 20 лет назад появились эти книги. И на этих книгах, вот насколько я их изучала, так и двигалась, например, работа по моноспектаклю «Квинчуан Гурьёз». Без постижения этих книг этого спектакля бы не было. И не было бы этой поэтики, которая заложена вот в них. Почему? Их трепали, я их возила везде. Их у меня вырывали всегда в Москве, за границей. И хотели видеть, и хотели читать. Эти маленькие удмуртские сувениры, которые сейчас стали одной большой книгой, да, и «Царствие небесное» Минсадыку Гарипову, это вот у нас такое триединство получилось, что получилась такая книга. И огромное спасибо удмуртскому издательству и Юрию Лобанову, и всем-всем-всем, кто издавал эту книгу, издавал до этого вот эти 5 книг нашей удмуртской азбуки. Ольга Яковлевна Александрова – это самая знаменитая удмуртка в мире. Это действительно так. И не потому, что вот она меня хвалила, теперь мы на Но она была в Канаде, она была во Франции, она ставила спектакли в Норвегии, в Финляндии, она, так сказать, в Венгрии. Я не знаю, где... 25 стран. 25 стран. Вы знаете, в этих 25 странах знают про удмуртов по Ольге Яковлевне. Это потрясающе. Então, vou dizer lista panel o qual é a marachima variante физико-селищный злой. И нович физико-футболист мудрого имеется варианте священного. Ой, ну ты скажешь, ой, ну ты взгляд кишку не, ну чисто марам сюда сейчас конечно не нужно и мы как се vai. И номер веротет ты учили и ты соосей бриды. So, как варианте силы, куда сами блин из окна живут, да, все-таки сами встретить большое. У Владыки безупречный вкус. Вот соберем он, что он, а самым шеваром вывел из того, что ты вообще безупречный. Но малко вложилось, что был вам земный будил созе, куда золгес отшкос. Сутужмар кишудали изыскан вузанылос. Изыскан номером вылбаму, что ожид 20 геса марашот в Бускарене. Вот. И вот поэтому выбрали вот этот вариант. Я считаю, что это тоже очень хороший вариант. Я счастлива, что я занимаюсь фольклором, потому что это действительно такая бездонная глубина, которая дает возможность постичь свой народ, но это и та возможность, которая дает реализовать себя. И мне кажется, что я реализована как научный
научный сотрудник, как человек профессионально. Я счастлива, что я реализовалась вот в этих книгах, потому что случайность ли это? Я не знаю, наверное, случайность. Закономерность ли это? Наверное, закономерность. Но вот та закономерная случайность, которая со мной случилась. Я благодарна судьбе, что вот так получилось. И вот к тем воспоминаниям, о которых говорил Владимир Емельянович, в прошлом году или позапрошлом уже я совершенно случайно просто в газете увидела информацию об ансамбле из деревни Оркино, которые, оказывается, на пенсионеры и бабушки, которые за свой счет поехали в Сибирь на какой-то фестиваль. И они рассказывали вот то же самое, как Владимир Емельянович говорил о Карамас-Пельгинском коллективе. Там они тоже жили в палатках, значит, им предоставляли автобус, говорит, нам не нужен автобус, они туда шли, плясали, пели, они сюда шли, плясали, пели, им говорили, Людмила-то перестаньте петь, вы перебиваете всех наших. То есть все собираются у их палатки, все хотят с ними петь, все хотят их послушать. То есть вот это настолько органика, вот это вот состояние, которое, видимо, заражает людей и которое чувствует вот прилив сил после этого, чувствует необходимость вот этого общения. И второй такой случай, к нам в гости пришел один японец, вот, и я процитировала ему одну строфу, которая включена в раздел ГДК, в книгу ГДК. Шунда у нас тугане, толы у нас, тоновна тугане моновна, мону бардочка, моновна шуса, мон бардочка, тоновна шуса. По-моему, это высший пилотаж. Вообще поэзии. Солнце одиноко, мой любимый, луна одинока. Ты одинок, мой любимый, я одинока. Я плачу не от того, что я одинока. Я плачу от того, что ты одинок. Японский профессор сказал, у нас точно так же. Японская поэзия. То есть это действительно, и причем, вы знаете, это подстрочный перевод. Это тут, как говорится, ни один поэт свое перышко не приложил. Ну, понятно, что подстрочники делала я, так что оцените. Здесь уже много было сказано о том, что как складывалась эта книга. Это действительно вот была такая идея, тогда в издательстве работала еще Татьяна Аркадьевна Поздеева, да, вот видите, я забыла. И Эдуард Всеволодович Волков, главным редактором. И вот эта идея очень понравилась, и мы начали работу. То есть, конечно, сейчас бы эта книга, наверное, должна была уже сложиться, по-другому время идет, и я наполнена уже другим материалом. Можно было бы еще добавить туда. И я хотела это сделать для того, чтобы новое издание, оно как-то по-другому было, в общем-то, наполнено. Но решила, что поскольку мы посвящаем эту книгу Мецедеку Гарипычу, пусть она останется вот такой, какой она была задумана в то время. А поскольку Юрий Васильевич Кузнецов сказал, а какие проблемы, делайте еще одну книгу. Хорошо, сказала я, будем делать другую. То есть это говорит о том, что действительно фольклор, не то, что он бесконечен, он, наверное, и бесконечен, потому что вот это импровизация, это возможность выразить себя. Этому нельзя, наверное, научить. Хотя люди, значит, молодежь, она же все равно вот учится, вот выступали, да, выступал коллектив, причем они ведь учатся с голоса, то есть вот с каких-то записей, они слушают бабушек, это сейчас очень модно. Этим занимается сейчас этномузыковедение. Когда-то, когда профессиональные музыканты, музыковеды работали, они обрабатывали филигранно, каким-то образом изменяли, но оказалось, что вот тот нотный стан из 7 нот, он не может вместить вот всю гамму звуковых выражений, вот этих вот ощущений и модуляций, которые вмещает в себя народное пение. И вот это
очень важный, то есть не хватает тех значков, которые можно было бы оформить. И что еще потрясает вот в удмуртском фольклоре, было время, когда у нас не было своих профессиональных людей, которые бы работали вот в этом музыковедении. И мы готовы были отдавать всем, кто приходил. Тут и Маргарита Геннадьевна Хрущева. Но когда, вот помню, Елена Борисовна Байкова, то есть Вершинина, мой соавтор тоже, мы издавали книжку по алнарский сборник делали, сейчас Малобургинский сборник сделали, тоже он издан. Вот. Когда они приезжают, они говорят, мы будем заниматься только удмуртским фольклором. Вы знаете, он настолько привлекает, он настолько богат, он настолько наполнен, что профессионалы это чувствуют. И когда Ласло Викар, венгерский музыковед, приезжал с Габаром Берецким, венгерским лингвистом, языковедом, они сделали книгу «Готя Фольксонс», то есть удмуртские народные песни. То есть вот они, вот те архаические ноты, то есть сочетание 3 нот, самых таких древних, которые присутствуют в удмуртском народном пении, в удмуртских народных песнях, это, конечно, о многом говорит. То есть многие народы от этого уже давно ушли, а мы сохранили. И то, в общем-то, чем мы оказались интересны в наше время, уже сейчас, мы интересны другим народам, мы интересны миру тем, что мы смогли сохранить. И то, что вот снова ситуация. Приезжали из института калевальской поэзии из Хельсинки, и их возили наши музыковеды Ирина Муртазовна Нуриева и Ирина Вячеславовна Пчеловодова. Их возили в удмуртские деревни, их было 2. Теперь к нам приезжает 15 человек. Они хотят услышать, как поют удмуртские песни. Я думаю, это высшая оценка того, что мы имеем. И я еще раз повторю, что я счастлива, что я работаю вот с этими ценностями, с этими драгоценностями, потому что сейчас вот это уже такое состояние, ощущение и наполнение вот этим материалом, когда вот находишь какой-то образ и думаешь, как это хорошо показано, как это классно, как это современно, как это... Круто. Да, как говорят мои аспиранты, это круто. Это круто, спасибо. Сегодня все рассказали про танды, все решили про славу. Я присоединяюсь ко всем. И, естественно, даже журнал «Ингажор», он присоединяется, он всегда каждый номер, члены редколлегии, Владыкина здесь, каждый номер мы присоединяемся вот к этой славе, чтобы журнал вытаскивать. И об этом давно уже знаем. И журнал, и не случайно, на 2 языках, на русском и на удмуртском. В принципе, нас давно соединяет вот эта дружба. Я любитель фольклора, и каждая моя работа, наверное, связана с фольклором, а фольклор черпается отсюда, естественно. И что я сегодня в последнее время делаю, это тоже как-то связано, может быть, словами Владимира Емельяновича. Он сказал, что удмуртский фольклор так глубоко входит в наш мир, вот, он неисчерпаемый. Если посмотреть с философской стороны, смотреть с истории, языка и так далее, можно, я думаю, что можно, вот, изучая наш удмуртский язык, уйти в такие дебри, что откуда можно и не вернуться. То есть я пытаюсь что-то такое делать, но, естественно, открывать какие-то новые вещи. Вот, например, Ева Тулус очень любит ко мне приезжать, даже не показываюсь там иногда, где-то проходит. Как-то в Кенах мне женщины говорят, что если Ева Тулус приходит в Кены, не в Кены, Каменные, там, да, близко, она говорит, дядек, надо было, дядек.
прожектором представил, да, вот. А в связи с этим я тоже вот, даже к слову дежему, почему привязался, потому что вот последнюю статью, которую я написал про щуп, да, Удмурты говорят, что щуп 8 месяцев, 7 чума и так далее. Я никогда не думал, что это связывается вот с санями, с лечегом и так далее. Но об этом я не буду говорить, просто я говорю, что я преклоняюсь перед этими людьми и пришел выразить свои хорошие слова.